Россия, моя история, проходит Всероссийский распределенный фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Это стол регистрации. Ага. Так. Угу. Беспилотник. Так. Альбатрос М5. Так. Это ваш, нет? Да. Ага, расскажи, можете рассказать, это что такое? Так. Квадрокоптер DJI Mavic 3T с тепловизором. Ага. Ну, Mavi это обычный китайский же. DJI Mavic 3T. Ага. Изготовленный в Китае. Ага. Ну, главное, с тепловизором. Ага. То есть Используем для обнаружения мыловых точек, для исследования кромки пожара, состояния пожара. Ясно. Ага. Спасибо. Здравствуйте. Вы можете рассказать это? Что вы показываете? Ну вот это что за... Это геоскан беспилотных самолетного типа. Ага. Применяется в аэрогеодезии, Ага. картография. Ага. Ведет дальность полета 200 километров. Ага. Высокое качество разрешения камеры позволяет снимать снимки максимальное разрешение 1,5 сантиметра на пиксель. Ух ты. Ага. А вот эти? Это у нас тоже аэрофотосъемка тоже, да, проводится. Коптер может летать в автономном режиме без управления. Этот коптер с тепловизором, то есть поиск людей, животных и так далее, любая тепловизионная съемка зданий и так далее. Ну, эти коптеры маленькие, они как бы в основном для поиска, например, в закрытых каких-то помещениях или там гонки проводятся различные, да. Ну, вот на этот дрон уже можно некую полезную нагрузку повесить, то есть, при наличии привязки, да, руки там и так далее. Вот. Ну и самое большое, находится, это сельскохозяйственный дрон, Значит, у него грузоподъемность 50 килограмм, дальность полета в одну точку он летает на 15 километров, если с возвратом, то 7 километров. Способен также в автономном режиме вести полив растений, обработку удобрениями точечную, да, позволяет экономить сами удобрения, трудовой ресурс, топливо и так далее. Ну, по стоимости, конечно, очень такая стоимость ощутимая, но если крупное хозяйство, то очень быстро окупается. Это вы от колледжа, да, стоите? Да, колледж связи и информационных технологий. Ага. Ясно, спасибо. Ага. Здравствуйте. Ага. О, так, можете рассказать про... Вот это вот FPV дрон. У него вот очки нужны. А вот это обычные любительские для съемки. Ну вот это тоже для съемки. Ну, переделанный, да? А? Переделанный под FPV. Ну, изначально для съемки собранные. Ага. Ага. Ясно. А этот для контроля экран где? В очках, да? Изображение на очке управляется. Ага. Ясно. Так, а это что такое? Это сельскохозяйственный дрон. Ага. Она питается от аккумулятора, а вот этот бачок для жидкости. Ага. Он распыляет. Ага. Ага. И дальность сколько? Нет, дальность у нее большая. Насколько хватит? Топлива, да? Или заряда? Ага. Ясно. Управляется тогда? Все автономно, программируется. Программируется, да? И все. Ага, ясно. Как называется? Агродрон. Агродрон. Ага. То есть вы общество с ограниченной ответственностью, да? Вера. Да? Ага, ясно. Хорошо.
Так. Колледж цифровых технологий IT готовит операторов. Ага. То есть... Ага, здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста. Так, МЧС. Так, ну, перед вами здесь квадрокоптеры беспилотные вертолетного типа, Ага. Phantom 4 Pro Plus и Inspire 1. Ага. Предназначены для выполнения оперативной задачи, мониторинг паводка опасной обстановки, и лесные пожары, также ПСР применяется, поисково-спасательные работы. Вот. Его задача передача информации, то есть координировать действия личным составом, потому что задействованы несколько групп бывает, да, на лесном пожаре, свыше 5. Вот, и беспилотник, как правило, всегда закрепляется со штабом, то есть с руководителем тушения пожара. Его задача поднять, посмотреть, скоординировать именно действиями личного состава, который принимает участие на тушении пожара. Где-то переставить, где-то передислоцировали случай, или же добавить еще дополнительный силу, или же технику направить туда, или если надо будет даже при необходимости направить, даже забросить воздушное судно, да, для проливки осуществления. Здравствуйте. Или же для эвакуации личного состава. То есть на пожаре он активно сейчас на данный момент применяется. Вот. Вот тут у вас получается Орлан 10, это его применение, это целевой задачи. То есть это для оперативной задачи, что-то быстро надо будет приехать, отснять, да? А он выполняет целевые задачи. Это на паводок, также лесные пожары, или же другие стихийные бедствия. Вот. Он, получается, его дальность полета 500 километров. Работает на бензине, 95-й двухтактный двигатель, бензин смешивается, да? Вот, работает где-то около 12 часов на воздухе, ну, в общем, выполняет свои маршруты. Вот. Все полеты выполняются на основании приказа главного управления. Вот. Так никто не применяет, да? Вот. И согласовывая именно с аэропортом ЕС, РВД. Вот. По постановлению правительства Российской Федерации 28 августа 2015 года. Вот. Чтобы не допустить столкновений с другими воздушными судами. Вот. Ну, и у него оператора два. То есть один отвечает за состояние воздушного судна, другой отвечает уже за задачу саму. Вот. А третий человек, водитель, просто вон там у него кольцо есть, он уже на заведенном двигателе, кольцо выдергивается и уже выстреливает по катапульте уже взлет. Посадка у него осуществляется с помощью парашюта. Либо вручную, либо в авторежиме. Парашют раскрывается на заданной точке, снизу у него парашют идет, да, выстреливает, и снизу еще небольшая подушка, чтобы смягчить посадку. Задача конкретно у него специализируется, чтобы отснять не только весь поселок, но и весь район, можно сказать, прилегающей территории реки, да, или же на пожаре, допустим, чтобы видеть общую картину масштаба ущерба или же возможные пути распространения или же развития. Ну, и у него, конечно, возможность есть то, что в режиме онлайна транслировать. То есть можно передавать информацию в режиме онлайн по состоянию на сегодняшнюю дату 10:00, к примеру, да? Вот. У нас такая картина, задействовано столько личного состава, он это все показывает, и пути распространения возможного ущерба. Ну, они сейчас очень активно применяются. Вот, в этом году применяли его на паводок, наверное, помните, да, вот нам закупило. Вот. Он идет на базе КамАЗа у нас. То есть в КамАЗе идут два вот таких вот беспилотных воздушных судна. Нет, воздушные судна. Это воздушные судна, конкретно Орлан 10. Один здесь сейчас находится вот, на выставке, и второй сейчас у нас выполняет учебно-тактические полеты поселок Ой. Знаете, да, где это Покровский тракт. Сегодня по плану у них среда-четверг это полеты. Вот, и сегодня они полеты выполняют как раз согласно приказу. Вот, ну, два оператора. Ясно, спасибо. Так, ООО «Сахадроннин». Ага, так. Сахадрон. О, служба спасения, да? Да. Ага. Как все это? Расскажите. У нас используется Mavic 2 Enterprise Advanced
Ага, тепловизионной камерой. ага, Используем ее для поисковых работ, на пожарах, на паводке. ага. Ага. И дальность сколько? Дальность по паспорту до 8, а по факту до 4. До 4, да, туда-обратно получается, да? Так? Но мы не используем ее туда-обратно, поэтому нам хватает. У нас же зональный поиск идет. Ага. Поэтому нам вот из 2 километров хватает, потом мы переезжаем на другое место, и там опять этот квадрат отрабатывает. Ага, ага. Автономно ставим. Ясно. Это получается. Ага, так, а это что? Так, ага. Дирекция биологических ресурсов, да? Так, так, нет его, да? Ага, так, отошли. Так. Проект стимулирования Саха-политехнический лицей. Ага. Экапсинда, расскажи. А? Ага. Здравствуйте, Саха-политехнический лицей, да? Ага. Экапсинда, расскажите. Bu tuakta kena. Kuan korimna. Ага. Дәрә? Ага. Bu tuakta. Oğulları tuakta drone öğretir. Бесплатная авиационная система, федеральная программа. Bu oğulları drone kadar kumyerga, tuaktan torları kadar programmирga, настройкаларга, көтөрүгө, ремонтга öğretir. Bu Gaskan pioner bu konstruktör bu. Ага. Barata hıllı hajjar. Ага. Onda terem komplektan bolar. Ага. Onu koyuyorlar, kolbular, настройкалар, kötüden körerler, естественно, yabalarını gönderirler. И onda kötü öğrenirler. Mandatun komplekte малый полетная зона, где автономная сетка и бара было. Ага. Ол егер көтөтөндөр, онтон большая полетная зона, ну, спортивный зал агача бар. Вороталарда hem olur. Ол onu kötü öğrenirler. Bulduk, tumanı koyduk ama atan. Açık gidektədir. От первого стадия была. Onu kötü öğrenirler. Bağlar arasında kulakta giderim. Spортивный федерация дем olur. Kulakta giderim. Onu yıkıttılar. И там программандан да весной колбулдар было. Араны датчиктары, генере инфракрасный датчик туруротуры, турузахват туруротуры, GPS, навигатор, камера, генче туруротуры. И там тепловиза деген туруротуры. Балдар деп. Я сохрана, МЧС, сельское хозяйство, геология. Onun Ясно. Махтал, спасибо. Так. Дворец детства. Ага. Ой. Так. РЦТИ. Здравствуйте. Вы откуда? БАС. Ага. Компания БАС. Ага. Так, ну расскажите, это что вы показываете? Что? Что показываете? Да, не снимайте меня. Ага. Так, Это фотоаппарат с этого самолета Альбатрос М5. ага. Так, это полезная нагрузка называется. Ага. Это камера, это тепловизионная камера. Угу. Ну, в основном работаем с фотоаппаратом. То есть обычный фотоаппарат прикрепляется и Да, все. да, снизу, все это снизу прикрепляется. Ага. Ясно. Ага, так, а это вы представляете Якутская база авиационной охраны лесов. Ага. Что за дрон? Это Xiaomi Himi. Ага. Используется для осмотра кромок лесных пожаров Ага. группами парашютистов пожарных, десантников пожарных, которые принимают участие в тушении лесных пожаров. Ага. Только для осмотра кромок. Ага. Потом подходы. Короче говоря, используется для, скажем так, организации тушения. То есть разработки тактики и стратегии тушения лесного пожара. Ясно. Активно используется, да, сейчас? Да, сейчас активно используется. То есть уже практически в этом году летом использовали? Обязательно. Да? Вот это боевой, он с Вилюйска пришел. А, На обслуживание. а дальность у него сколько? 3-5 километров. 3-5 километров, да? Этого достаточно. Ага. То есть оперативно, чтобы наблюдать за Да, движением с пожара. развитием пожара, да. Ага.
Ясно, спасибо. Здорово. Да, народу много. Школьники интересуются, смотрят. Так. Ага, ой. Ага. Ну, в общем, мы рассказываем про то, как, разумеется, не сами спутники ловить, Ага. а принимать сигналы с них. Ага. Соответственно, принимаются они на вот такой вот турникетную антенну, Ага. станции Lex. Ага. Рассчитана она на радиочастоты, радиодиапазон, это у нас 137 МГц. Ага. Расписание спутничков мы рассчитываем при помощи программки Arbitron. Здесь мы можем, во-первых, на карте мира их увидеть, как они летают, Ага. и чуть пониже можем увидеть само расписание полета. К примеру, вот на 15 над нами будет летать над Якутском в 18:27 она будет восход и в 18:30 закат. Апогей где-то посерединке, там 18:28, 52 секунды. Из расписания мы тянем время, когда выходить, сам спутничек и угол подъема. Это у нас угол подъема над горизонтом. Чем выше, разумеется, тем лучше. Он у нас будет, в принципе, по-другому 82,7 градуса проходить. Очень хороший пролет будет. Принимаем сами изображения мы при помощи программки Sundown. Посмотрим, наверное, лучше на запись приема. Ага. Здесь мы можем увидеть, как, собственно, на целевой частоте вещает спутник, пересылает вот эти пакетики данных. И чуть пониже у нас в онлайн режиме прям декодируется изображение и превьюшка отстраивается. Там мало что будет понятно, потому что это только черно-белая подложка, еще не обработанная. Но вот если посмотреть на обработанную уже снимок, Ага. то можно увидеть, как оно выглядит после обработки. Здесь у нас наложены цвета, понятное дело. Карта границ стран, благодаря которой мы можем Италию увидеть, например, сапожок, и уже дальше говорить, что там Черное море восточнее располагается, и дальше Россия идет. И также здесь наложена у нас карта дождей, там наподобие Яндекс Погода, работает, в общем-то, по таким снимкам, и карта осадков, и есть карта их дождей и является. Ну, понятно, там, чем более темная область, тем более вероятно прохождение дождя в момент принятия сигнала. Круто. На этом базируются, в принципе, все прогнозы погоды. Ага. То есть, получается, а вы это занимаетесь профессионально или? Профессионально я занимаюсь производством таких станций Ага. и станций с поворотным устройством, которые принимают более качественные снимки других диапазонов вещания. Ага. Ага. А вот этот, те, которые интернет раздают, этот самый. Ага. У них частота другая, антенна другая требует. Другая антенна Тем требует. более там антенны специальная фазированная решетка, чтобы он постоянно за ними следил. Это все направлено. А, это все направлено. Плюс к этой антенне требуется модуль, который позволяет там подсоединиться к сети. Просто так там ничего не. А вот эти наши российские спутники, которые передают интернет, они не это, У да? нас они, во-первых, их не так много, Ага. не часто их встретишь. Ну, Ямал 5 один день, Ямал Да. 3. А во-вторых, они в большинстве случаев на военку работают. А, то есть тогда получается Да, сигнал полностью частного зашифрованный и интернета так далее. особо-то и нет. А, частного нет, да? Тут он тоже зашифрованный, просто алгоритмы выложены в интернет. А, ну, то есть в открытом доступе. Ага. Ну и программки тоже все бесплатные доступны. Ага. Ну ясно, здорово. И вы этот самый делаете такие антенны и продаете здесь в Якутске, да? По всей России. По России даже продаете. Из Якутска? Или где сейчас находитесь? Компания базируется в Москве, я сам из Петербурга. А, из Петербурга. А, ну круто. Удачи вам. Ага. Ну, успехов. Здорово. Раньше считалось, что это Андромеда ближайшая называлась. Недавно была открыта Харлейковая галактика Стрельца, и она находится ближе к Млечному пути. Находится на расстоянии порядка 50 тысяч световых лет. 10 год. Фильм «Москва Кассиопея» — это кто не смотрел, советую к просмотру. Фильм классики советской научной фантастики про школьников и космическое путешествие.
юге у вас есть вот эти мишки. Это ваши роботы-защитники. Не звони, не пиши больше на этот номер. Все, пока. Есть, подожди.